И вновь в эфире «Всякая всячина» по сводкам оперативных служб города на 21:45. В 19:30, сразу после окончания нашего первого выпуска, пришло сообщение о дорожно-транспортном происшествии на повороте с трассы Сыктывкар-Эжва на орбиту. Значит, здесь водитель «Жигулей», вот этих, Смирнов Николай Алексеевич, выезжая с орбиты на главную дорогу, заговорился, не заметил автобус. В результате чего произошло столкновение. Извините, пожалуйста, вы водитель автобуса, да? Да. Что же произошло-то? Ехал, а он начал выезжать, видно, заговорился, так объясняет. А я вроде скорость небольшая была, 40 километров. У вас в автобусе были пассажиры? Да, полностью было. Кто-нибудь пострадал? Нет, у меня никто не пострадал, правда, из-за того, что маленькая скорость была. Пострадал пассажир «Жигулей», водитель «Жигулей» не пострадал. Дежурный по городделу Василий Трофимчук сообщил о краже со взломом, происшедшей в ночь с 21 на 22 сентября на торгово-закупочной базе Комиресурса. Похищены шпроты и личные вещи работников базы. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Опять угоны, опять хищение из автомобилей. Неизвестными угнан автомобиль белого цвета ВАЗ-2101, государственный номер Д9709КМ. Сегодня в 10 часов утра на перекрестке улиц Орджоникидзе и Карла Маркса машиной был сбит гражданин Цветов, который был доставлен в приемный покой республиканской больницы, откуда затем ушел по непонятным причинам. В 17:45 на перекрестке улиц Малышева и Петрозаводской автомашина совершила наезд на мотоцикл. Мотоциклист был доставлен в больницу. Сегодня утром трагедия произошла по адресу Куратова, 35. Молодая женщина выбросилась из окна 4-го этажа. Слышала звук, тупой звук. Посмотрела прямо, ничего не видно. Потом уже, минут через 5, смотрю, женщины стоят, что-то смотрят. Я выглянула больше, смотрю, женщина. И они стоят, я говорю, что, упала? Да, говорит, наверное, упала. И вышла, позвонила скорую. Лежит прямо в траве здесь? Не в траве, а внизу прям, на песке. Вниз головой, тут лежала, где примята, песок. Вниз головой. Вон здесь, видите, потащили ее. Здесь, да? Да. Вот, мы еще подумали, говорю, она с 4-го этажа, наверное. Говорю, туда, наверное, упала, что ли. Те женщины это, да? Да. Я полчаса с ней говорила. Она говорит, я уже не поправлюсь. Она в больнице лежала. А чем она болела? Не знаю. Она была в психбольнице, в нервном отделении. Муж у нее умер в катастрофе. 3 года назад вроде бы. Жалко, конечно. Как нам сообщили, 30-летняя Наталья Жданова скончалась сегодня в реанимационном отделении республиканской больницы. Несчастный случай произошел сегодня днем на производственной площадке складских помещений базы Росоптпродторг. Упал с эстакады вместе с автопогрузчиком. Большая высота была? Да, где-то метра 2-3. Да нет, там 1,5 метра высотой всего было. Как себя чувствуете? Нормально чувствую себя. Мозговая травма и ушиб костей таза. А основное сделает на рентгене, посмотрит, скажет потом конкретно, что будет. Угрозы для жизни есть? Так особо нет. Около полудня на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Красных Партизан произошло столкновение двух машин. Что произошло? Здесь 12-й экспресс поворачивал налево, я шел по правому ряду. Справа здесь автобус стоял, вправо уйти некуда, и он поворачивал, он меня, говорит, тоже не видел. И мне ничего не оставалось, как вот сюда на тормозах.
Как вы оцениваете, кто виноват в данной дорожно-транспортной происшествии? Полностью грузовик виноват. Он же не пропустил меня. Вы согласны, что вы виноваты? Конечно. Конечно. Но с другой стороны, если так разобраться, вот, все движение посуда пустили, светофора нет. Вот как получилось, например, я вот до последнего момента не видал. Он закрытый был, и он меня не видал. То есть вы считаете, пора поставить светофор здесь? Конечно. А ваше мнение? Мое мнение. И вообще-то движение большое, я тоже считаю, что надо поставить. Согласитесь, редкий случай, когда и нарушивший правила водитель автомашины и инспектор ГАИ были единодушны. Место сообщения из службы пожарной охраны, сюжет Татьяны Рожиной. Ребята, ну чем вы тут занимаетесь? Как чем? Костер жгем? А не боитесь, что пожар будет? Я. А родители-то дома? Дома? А где ты живешь? Вон в этом доме. Из окна видят тебя родители? Могут видеть? Спички где взял? Вынес. Откуда? Ну, из дома. А родители знают? Знает. И разрешают тебе брать спички? А мой папа все разрешает. Ладно, вот, я... Предполагается, кстати, что недавний пожар на мебельной фабрике номер 2 начался с такого вот, на первый взгляд, безобидного мальчишеского костра. Если вы хотите купить личный автотранспорт, Волгу или Жигули, то сделать это проще простого. Надо иметь только под рукой 20 тонн мяса. Если же мяса у вас нет, то Татьяна Рожина предлагает другой, столь же реальный способ покупки автомобиля. Ну, как вы знаете, автомобили у нас дефицит. Купить их практически невозможно. Но в Сыктывкаре есть комиссионный магазин автомобилей. Давайте посмотрим, что сегодня здесь есть в продаже. Волк в продаже нет. Москвичей, как видите, тоже. Жигули сегодня тоже не продаются. Но зато есть Запорожец. Итак, ЗАЗ-968, выпуск 1973 года, пробег 58 тысяч километров, цена 3000 рублей. Ну, как вам понравился автомобиль? Я видела, вы внимательно смотрели. Очень хороший автомобиль. Покупаете? Конечно. У вас продавец или кто тут самый главный-то? Я главный. А представьтесь, пожалуйста. Старший продавец Славик Сергей Юрьевич. С 10 вы работаете, сейчас 2 часа 35 минут. Вот за это время что вы делали на работе, если не секрет? Ничего не делали. Оформили один мотоцикл, все. Уже оформили и уже его продали. В 21:50 нам сообщили из ГАИ о том, что на трассе Сыктывкар-Эжа произошла авария. Авария произошла около Нижнего Чола. Мотоцикл столкнулся с стоящей на обочине автомашиной. В аварии погибли водитель мотоцикла и пассажир. Известно только, что это были 16-летние и 17-летние юноши. Остальные подробности аварии сейчас выясняет Эжвинское отделение ГАИ. Завтра воскресенье. Если вы хотите отдохнуть, то мы приглашаем вас на марафон. В кабинете председателя спорткомитета города Игоря Власова. Здесь, как видите, идет подготовка к марафону. Игорь, пожалуйста, в 2 словах, что за марафон, чуть-чуть, так сказать, подробнее. 9-й раз в этом году мы проводим марафон «Большое кольцо Сыктывкара». Значит, сильнейшие бегуны нашей республики приглашены на эти соревнования. Участвуют наши сыктывкарские. Пройдет маршрут по улицам Первомайской, Коммунистической, улице Морозова, далее через поселок Чит, Кочпан и до Алешин, местечко Алешина. Там они разворачиваются и возвращаются обратно. Главный приз. Главный приз — это здоровье, во-первых. Во-вторых, кубок хрустальный. Ну и участники, победители в возрастных группах получат хорошие призы. Итак, старт завтрашнего марафона «Большое кольцо Сыктывкара» здесь, в центре города, у гостиницы «Центральной». А финиш сейчас покажу где.
А финиш здесь. Только для этого необходимо преодолеть 42 километра 195 метров. И заканчивает сегодня наш блок городских видеокартинок клип Николая Аникина под названием «Собачья жизнь». Только что к нам позвонил наш телезритель, пожелавший остаться неизвестным, и сообщил нам о том, что угнанная машина «Жигули» белого цвета, государственный номер 90D9709КМ, о которой мы сообщали в начале выпуска, стоит на улице Серова, около дома 68, рядом с остановкой Спортивной. Это сообщение мы передадим службе ГАИ. И, наконец, о погоде. По сводкам Гидрометцентра, завтра, в воскресенье 23 сентября, ожидается облачная погода, временами небольшой дождь, ветер южный 4-10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем 10-12 градусов тепла. Режиссер наших выпусков Татьяна Рожина, видеоинженер Павел Качанов. До встречи.